Друзья, всех приветствую. Давайте сегодня сделаем, как обычно, наш обзор рынка. Посмотрим вообще, что происходит на рынке. Да? Вот, погнали. Начинаем с нашего любимого золота. На дневном таймфрейме золото продолжает свое восходящее движение. После того, как оно уперлось в дневной имбаланс, мы получили очень агрессивную реакцию вниз. Заполнили здесь дневной имбаланс, полностью закрепились свечами, точнее телами, выше данного имбаланса. Продолжили у нас восходящее движение на дневном таймфрейме. И у нас сформировался такой бычий имбаланс, то есть зона интереса. Здесь, вот если перейти на более локальный, посмотреть, то золото на часовом таймфрейме показывает восходящую азиатскую сессию. Вот здесь у нас остались неснятые лои. Вероятно, цена у нас получит еще одну, скажем так, доставку, цены вверх, либо снятие азиатского хая. Либо без теста данного имбаланса цена может спокойно уйти дальше, вверх снимать, Вот, цели на 4205 и последующую цель на отметке 4245. Внимательно будем смотреть, как цена работает с данным диапазоном. Будет ли закреп тела над азиатской сессией. В идеале хотелось бы, конечно, получить, если это продолжение дальнейших лонгов, выход вверх, закреп над азиатской сессией, снижение дальше, опять импульс вверх. Заход вниз, тут манипуляция слоем, вот слом, через часовой таймфрейм, и отсюда уже набирать позицию на продолжение вверх. Если мы такого не получаем, то в целом ситуация может развернуться. То есть, что это может быть? Мы выходим, получаем свип азиатской сессии, возвращаемся в диапазон, сформируем имбаланс, вот, полностью его пробьем, протестируем его и выйдем дальше вверх. То есть пока рассматриваем такие сценарии на лондонской сессии. Будет более понятно, куда цена будет двигаться. Время покажет, как говорится. Кстати, ребят, пока мы анализируем рынок, за последнюю неделю мы показали вот такой вот отличный результат. Просто посмотрите, какие сделки прошли в нашем телеграм-канале. Большинство просто в каком-то бешеном плюсе. Если вы хотите торговать вместе со мной, вступить в мой бесплатный клуб, чтобы получить такие же разборы, видеть все входы и выходы в реальном времени, пишите мне в телеграм. Он есть в описании профиля. Итак, продолжим поговорить. Так, дальше давайте посмотрим евро-USD. Изначально ожидались у нас вообще шартовые позиции, так как цена пришла на тест дневного имбаланса, вот, со стекающих отметок. Мы видим то, что цена у нас полностью пробила дневной имбаланс. Если же шарты продолжаются, то вообще важно закрепиться с тенью данной свечи. Сегодняшнего дня под фулфилом, то есть полным заполнением данного имбаланса, на часовом таймфрейме мы увидим агрессивную азиатскую сессию для продолжения шортов. Хотелось бы увидеть закрепление под азиатским лоем. После закрепления над азиатским лоем тест ближайшую зону и выход вниз. Дальше по фунту примерно такая же история, только у нас еще остались равные хаи. Со вчерашнего дня фунт, вероятнее всего, сначала работает с данным хаем, и уже отсюда пойдет нисходящее движение. Локально мы видим, что цена может и не пойти снимать его. Почему? Потому что здесь мы видим бычий имбаланс, его полностью у нас инвалидировали, то есть пробили импульсно. Цена сейчас пришла на тест данного имбаланса, получает реакцию в франкфуртскую сессию. Нужно больше нам информации, чтобы понять, развернется ли цена после данного лоя. Либо же получит реакцию и уйдет дальше вниз. Так, дальше по канадцу USD-CAD у нас какие мысли вообще есть. Были изначально продолжением Лондона, но цена не сняла данный хай и началось нисходящее движение. Сейчас мы видим, что канадец торгуется в зоне дневного имбаланса. То есть здесь для меня актуально будет рассматривать
лонги на продолжение, на снятие данной цели 1.40, 1.405. На часовом таймфрейме нужно дождаться разворотной информации в лонг. Если же ее не будет, то мы можем увидеть продолжение шортов и слом глобального тренда по канадцу. У нас есть вот часовой имбаланс, от которого цена может получить реакцию, продолжить нисходящее движение с первой целью на данный лой. Да, с первой целью на данный лой. Дальше по швейцарскому франку буду рассматривать дальнейшие шорты. Ближайшая цель данный лой. Так, после данного лоя будет интересно посмотреть нисходящее движение от данного фрактального хая. Так, японская иена, вообще какие-то двоякие мысли, так как глобально агрессивный восходящий тренд, цена пришла на тест дневного имбаланса, получила манипуляцию в дневном имбалансе, и азиатская сессия довольно-таки лонговая. Посмотрим, как она закроется над хаем азиатской сессии. Цена, если закрывается выше тел, то хотелось бы увидеть небольшой откатик и продолжение лонгов. Так, по новостям, кстати, сегодня у нас во второй половине дня у нас ожидаются заявки на пособие по безработице, и базовый индекс цен на личное потребление. Также предварительно ВВП по квартале, поэтому и после обеда будем крайне аккуратно торговать. Переносить стоп-лоссы в безубыток, если у нас останутся актуальные сделки, и ждать следующего дня. Итак, друзья, это был основной анализ на сегодня. Меня постоянно заваливают одним и тем же вопросом. Где я торгую, какому брокеру можно реально доверять сейчас? Мой ответ не меняется. Я уже давно выбрал для себя FX Pro. И вот почему. Это не просто еще один брокер, чтобы вы понимали уровень. Во-первых, надежность. Эта компания не однодневка на ребят на рынке с 2006 года. Во-вторых, репутация FX Pro, официальный партнер гоночной команды Формулы-1 Макларен. И в-третьих, я лично проверил, как у них работает вывод и ввод средств, все четко и без проблем. И специально для моих подписчиков я договорился об эксклюзивной акции при выполнении счета от $500 до 2000 вы получаете плюс 100% к вашему депозиту. Положили 1000, на торговую счету у вас 2000. Это бонус работает только по специальной ссылке, я оставил ее в самом верху описания ролика. Спасибо, что были со мной. До Star. Обязательно напишите в комментариях, что вы сами думаете по поводу рынка, какие монеты разобрать в следующий раз. Увидимся в следующем видео. Рахмет. Пока.